День осетинской культуры отметили в Кисловодске. Праздник приурочили к 160-летию Косты Ахитагурова. Торжества прошли на площадке у исторического здания Нарзанной галереи. Праздничная программа началась с презентации блюд осетинской кухни, во время которой гостям рассказали о застольном этикете осетин и о старинных обычаях, соблюдаемых по сей день. Развернули также выставки традиционной осетинской утвари и оружия. А на книжной выставке центральное место занимали издания, посвященные жизни и творчеству Косты Ахитагурова. Праздничному настроению способствовала даже погода. Впрочем, обо всем подробнее расскажет мой коллега Георгий Запаров. С самого раннего утра тут много людей, как туристов, так и местных жителей. Для гостей праздника развернули выставки народного промысла, национальной одежды и фольклора, а к палатке с осетинскими пирогами вовсе не протолкнуться. Осетинские пироги как визитная карточка региона. О них знают во всем мире. Желающих попробовать национальные блюда и напитки выстроилась очередь. Попробовать пришли целыми семьями. Очень хочется попробовать осетинские пироги. Я их очень люблю. У нас в городе Волгограде очень мощная диаспора осетинская, Алания. Мы с ними всегда дружим и на все праздники угощаемся осетинскими пирогами. Вообще замечательные люди, хорошие традиции, самые добрые, самые что у меня есть, открытые. Познакомиться с культурой и традициями осетин пришли и официальные лица. Мэр Кисловодска Александр Курбатов с интересом рассматривает национальные костюмы, изделия народного промысла. Задержался у выставки с кинжалами и клинками. Обо всем расспрашивает министра по вопросам национальных отношений Аслана Цуциева. В подарок на память получил книгу Косты Ахитагурова. И вы видите, какие великолепные костюмы, какие великолепные изделия народно-художественных промыслов, литературы. Это не может не восхищать, и мы очень рады тому, что сегодня будут представлены и песни осетинской культуры, и вся та палитра талантов, которыми богат этот древний народ. Инициаторами проведения культурного фестиваля стала осетинская община Ставропольского края. Министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев отмечает, организация на высоком уровне и добавляет, теперь в министерстве подумают об ответном жесте. Сегодняшний праздник посвящен Косте Ахитагурову, его юбилею, и Коста очень много связывает со Ставропольским краем. У него здесь было много друзей, он учился в гимназии в Ставрополе. С нашей стороны будет правильно, если мы пригласим наших соседей и организуем какой-то праздник в Осетии. На празднике замминистра по вопросам национальных отношений Карачаева-Черкесии Ислам Хубиев говорит, народы Кавказа должны знать и чтить культуру соседей. Таким образом мы сближаемся. Пугает, когда мы не знаем культуру, традиции того или иного народа, а когда мы его показываем, то мы сближаемся. Очень хорошее мероприятие. Я считаю, что такие мероприятия должны проводиться во всех регионах нашей огромной России. Кульминацией праздника стал большой концерт. Выступили танцевальные и музыкальные коллективы. Ансамбль «Иристон» представил зрителям танцы народов Кавказа, а ансамбль даулистов «Ритм гор» вызвал бурю эмоций. После танец хонга в исполнении народного артиста Нодара Плиева. Зрители аплодировали долго. Вы устроили нам прекрасный праздник, как эта погода, как наш радостный Кисловодск, как наше радостное солнце, как ваши дети, как все участники этого праздника. Огромное вам спасибо. Ой, у меня есть внучка, у меня есть такое желание, даже чтобы она именно так танцевала. Она занимается танцами, но такого великолепия я не видела. Спасибо. Концерт длился больше 3 часов, а людей на площади становилось все больше. Кто-то и сам пустился в пляс. Организаторы признались, не ожидали такого ажиотажа, рады, что праздник удался. Георгий Запаров, Александр Каджаев. Новости Осетии.